Все в наших руках. Так мы привыкли думать, безмятежно порхая то над белыми, то над черными клавишами судьбы. Но однажды самообладание изменяет нам. Вдруг мы теряем нечто важное, какую-то нить. Она рвется. И лишь тогда мы понимаем, что многое не в наших руках, многое в нашем мозге. Недавно отстроенный реабилитационный центр 7-й горбольницы Казани – это новый маяк в окружающей мгле. Маяк, который виден еще не всем, даже тем, кто уже еле держится на плаву. Не так просто обществу, недавно еще отрицавшему саму болезнь, объяснить, что у нее есть последствия. Постковид. Такой диагноз здесь у каждого 7-го пациента. Отделение сейчас функционирует на 21 койку с мультидисциплинарной реабилитационной командой. Все палаты, в общем-то, оснащены всем необходимым по самым современным требованиям. Междисциплинарное, значит, с каждым человеком работают сразу несколько специалистов. Никто не приходит сюда с одной единственной проблемой – вирус – это повод для множества событий в организме, великого множества. Это для всех предусмотрено или только некоторым положено? Нет, у тех, у кого есть показания. Сама болезнь откладывает отпечаток. Вот эта несдержанность, неуравновешенность, психоэмоционального состояния, тревожность. Бытовые проблемы вызывают бурю эмоций. Да. Это вот очень такой вот аспект. Вам нравится процедура? Все хорошо? Очень. Эффект отмечаете от этой процедуры? Отмечается. Дома не можем спокойно смотреть. Специально организовали зал для адаптивной физической культуры и спорта. И специально работают инструктора, которые имеют высшее медицинское образование. То есть они готовы работать как с нашими пациентами, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию, так и с пациентами, которые имеют уже грубые двигательные нарушения. Хочется отметить, что, казалось бы, если не идет поражение органов дыхания, но идет поражение многих других систем. И, к сожалению, это заболевание, оно сопровождается многими осложнениями со стороны нервной системы. Здесь практически заново ходить учатся. Да. Это имитатор ходьбы для... Это как если бы я сейчас не чувствовал ног и работал только руками. Если бы не могли сами совершать движения вперед-назад ногами. И все это принес нам мягкий, добрый омикрончик, да? Да, казалось бы, что очень мало последствий и мало чего бы мы могли ожидать. Большего. К сожалению, восстановление равновесия, баланса, особенно у лиц преклонного возраста, бывает так, что они теряют равновесие, возникает головокружение и падение. Вот чтобы это избежать, если есть нарушение координации, есть нарушение баланса, мы отрабатываем технологии правильного стояния. Они стойки. Не просто было проковырять когда-то дырку в здравоохранении и приобрести себе диагноз постковид. Тот самый хвост, который тянется за ними от самой выписки и вроде бы выздоровления, не виден был никому изначально. Постковидный синдром совсем недавно пробил дырку и в сознании людей. Ну, подумаешь, дедушке тяжело в магазин сходить. Очень редко выходил. Очень редко выходили. То есть все-таки была слабость, которая не позволяла выходить. Ну, вот таких, наверное, вот сейчас большинство, да? Да, большинство. Те, которые... Жить прежним качеством, так сказать, жизни. Те, которые хотели бы, например, сразу после красной зоны, после ВИК, соответственно, госпиталя, выйти и пройтись в магазин, поехать куда-то в супермаркет. Невозможно. И невозможно.
Мозг и сосуды. Вот в чем все дело. Ковид поражает их в первую очередь. Порою и в обход легких. Кто-то не может ходить, а кто-то просто не знает даже, куда идти. В прямом смысле слова. Мусорное ведро. Все наполнено как надо. Так. Здесь, значит, у нас продвигаемся. Здесь у нас есть раковина. Ручки помыть не хотим? Да надо. Да надо бы, да? Да. Так, мыло наберем. Вот, молодец. Слышите, как разговаривает инструктор с этой пожилой, но не старой еще женщиной? Берем корзину с фруктами, закрываем холодильник, молодчина. Как с ребенком. Ставим фрукты в раковину, открываем воду. В эту корзиночку мы фрукты моем. Молодец. Дело в том, что в этот кабинет, а это кабинет, а не кухня, хотя все здесь по-настоящему, попадают как раз те, кто дезориентирован не информацией о вирусе, а именно им самим. Да, многие просто не помнят, что делать с плитой. Анна Алексеевна, вот так вот яйцо-то разбить легко, да, а вот так вот собрать его, и тем более вернуть его в прежний вид, уже тяжеловато всегда, да? Конечно. Вот вы этим и занимаетесь ведь тут? Да, занимаемся восстановлением мелкой моторики, бытовая адаптация у нас проходит. Вот тяжело женщине, да, дается, даже элементарно. Она справится. Все бытовые функции стараемся здесь активизировать для того, чтобы человеку было легко вернуться в свой быт, в свою квартиру. Бывает, конечно, память, что забывается. Вы бы рекомендовали переболеть этим вирусом кому-нибудь? Нет. Зачем это? Никогда. Двумя ручками одновременно. Раз, отпустили. Два, отпустили. Теперь попеременно правая рука. Правая ручка нажимает на мячик. Соображу, правая. Ага. Сено солома. Выписалась. Ну, казалось бы, все хорошо, но когда вот каждый день что-то делаешь, вижу я, уже нет тех навыков. Сажусь за компьютер, а как включается, забыла. Пытаюсь вспомнить даже вот остановку, вот мне надо выйти, а как называется, не помню. Левой ручкой круги. Раз, два. Не хочет круг. Молодец. Я вижу, получается 4. Рашида Хайрова месяц провела в ковидных госпиталях, а было это еще в октябре прошлого года. То есть перед нами типичный постковид. Это как раз то, что с вами надолго, если не навсегда. Страшная болезнь и последствия, самое главное, страшное. Никогда не думала, что я до такой степени вот перепутать там фрукты, перепутать там это. Нужно запомнить, какая здесь изображена еда. Я закрою карточки, переверну, и вы мне должны будете назвать. Каша. Угу. Забыла. Вы ведь учитель математики. Да, с 75-го года. Казалось бы, мой мозг натренирован, но, увы, видите, коронавирус, какие последствия страшные. Если кто-то столкнулся уже, или близкие, они уже понимают. А кто не столкнулся, да, считает, что это чья-то выдумка. Но вот пока в прямом смысле слова до мозга не дойдет этот вирус, вот сам, своими ногами, вот он и так и не дойдет. Да, вы правы. Это разлад, и зачастую с самим собою. Диссонанс. Утеряна гармония, и нужно требовать чего-то не от окружающих, а от себя. Неужели все сначала? Вокруг что-то мало знакомое и мало привлекательное. Вокруг одни сплошные комплексы. К тому же вы уже ощущаете, что вроде бы проехали достаточно, что вам пора давным-давно возвращаться домой, к своему нормальному, исходному, удобному, комфортному положению. Но как? Здесь совершенно непонятно, как поворачивать, как разворачиваться. Никаких поворотов ни направо, ни налево. Лишь одна сплошная
дорога, уходящая туда вдаль, за горизонт. Абсолютно ничего не определенно, и вы абсолютно дезориентированы. Может показаться, что я сейчас описал те ощущения, которые испытывает водитель и его пассажиры, которые прибывают в город Набережные Челны, но я описал сейчас скорее тот постковидный синдром, который испытывает большинство людей, переболевших ковидом. Конечно, ощущения довольно схожие. Кроме того, мы действительно сейчас прибыли в город Набережные Челны, где, конечно, нет таких суперсовременных реабилитационных центров, как в Казани, но здесь тоже есть пациенты, которые нуждаются именно в таких центрах. Госпиталь для ветеранов войн – самое подходящее название для реабилитации постковидных пациентов. Эти люди – ветераны. Только война для них не окончена, даже психологически. Мне кажется, что вот и ваша жизнь была похожа вот на этот снаряд, когда вы переболели этой заразой. Ковидом. Похоже? Ой, очень даже похоже. Серьезно? Я так серьезно болела. Одышка сильная, задыхалась. Вот просто одышка. По стеночкам ходила, потом потихоньку приходить стала. Потом вот мне сказали, сюда направят на лечение. Через несколько дней вот у меня все, как-то и силы появились, энергия у меня появилась. Значит, в вашем случае, это будет выглядеть вот так. Да, вот так вот приблизительно. Вот с маленькой щелочкой все-таки. Все-таки что-то осталось. Конечно, сразу все это не пройдет. Да. Реабилитационный центр – это не санаторий. Возвращение к жизни невозможно без участия самого пациента, а это тяжелый труд. Тренировать сердце, ноги, мозг и вспоминать, возвращать себе контроль над эмоциями и вообще над жизнью, от простого к сложному, по кусочку, буквально выцарапывать у болезни прежнего себя. Вот у этого мужчины ковид вызвал инсульт. Поражено левое полушарие, стало быть, правая рука. И это только то, что мы видим. 400 раз в день, каждый день, он будет вести свою руку по этому пути другой рукою, надеясь, что мозг его откликнется и чему-то научится. Это возможно, но это непредсказуемо. Мы пытаемся методом большого количества повторений включить нейропластичность у данного пациента. Что такое нейропластичность? Это развитие новых нейрональных связей, которые были утрачены в результате вот этой сосудистой катастрофы. Конечно, какой-то участок мозга, он погибает в результате инсульта, это безусловно. Но мы надеемся на то, что соседние участки возьмут хотя бы во многом, пусть частично, утраченную функцию. И если мы понимаем, что перспектив к восстановлению нет, тогда мы замещаем функцию. Мы пытаемся учить пациента жить с тем, что он имеет. Раз, два. Если в госпитале для ветеранов войн пациенты борются за новую жизнь день и ночь, то в 7-й поликлинике Челнов лишь день. Здесь реабилитация амбулаторная, первая в городе, именно для постковидных пациентов. Врач физической реабилитационной медицины, инструктор-методист ЛФК, медсестра по физиотерапии и медицинский психолог. И пациент, которому, конечно, понадобится Все, да. То есть каждому пациенту определенные методы лечения. И тут все та же междисциплинарная бригада. Она работает и с теми, кто ни дня не пролежал в госпитале. Это вообще большое заблуждение считать, что осложнения приходят лишь от тяжелой болезни. Желание немедленно выйти в окно посещает даже тех, кто излечился дома через пару дней, казалось бы. Анжелика Ахтямова ходит сюда каждый день, как на работу. А ведь она не знает, что такое красная зона. Знаете, я даже сначала не поняла, что со мной происходит. Такое вот состояние, как будто бы что-то... Вот страх. Все, конец. Какая-то паника, паническая атака. Внутри что-то трепещет. Спала плохо, бессонница. Боялась заснуть, а вдруг не проснуть. Но состояние тревоги в любом случае остается. Да. Еще остается? Да. Еще работаю над этим. Непонятно. Состояние странное. Вроде чего бояться. А вот внутри что-то происходит. Раздражительная стала, плаксивая. Что не так, плачешь.
Такого У в меня вашей это жизни, вообще конечно, не никогда бывало. не было. Я человек сильный. Открываешь холодильник, закрываешь. А зачем? Бывает. Это именно после болезни. Все-таки эта болезнь очень страшная, потому что все болезни, которые у меня были до этого, все они дали обострение. В общем, для вас она болезнь, она как-то продолжается, да? Сложно Пока сказать, еще пока что она продолжается. прям излечима. Вот уже 3-й месяц продолжается пока. Мы немного еще знаем о постковиде, но теперь мы знаем, что он существует. И как любая болезнь, он прогрессирует при невнимательном к нему отношении. Любой человек по истечении 2 недель после болезни имеет право обратиться за этой помощью, оценить себя, задать себе вопрос, а выздоровел ли я окончательно? Статистика беспощадна. В большинстве случаев правильный ответ – нет. Я думаю, что у человека всегда должен быть шанс, чтобы он знал, у него должна быть надежда, что ему этот круг спасательный кто-то кинет, понимаете? Но теперь уже есть эти маяки в окружающей мгле. Маяки, которые видны еще не всем, даже тем, кто уже еле держится на плаву. Все в наших руках. Мы хозяева своей судьбы. Вернуть гармонию можно. Сложно, но можно. Михаил Любимов, Андрей Мохов и Андрей Ключников. 7 дней.